Ну, буквально на днях ко мне пришла СМС, то, что ваша карта заблокирована в соответствии с федеральным законом номер 167. Для разблокировки срочно позвоните по номеру. Так мошенники посягнули на деньги Ильдара Сиразутдинова. Подозрение у мужчины вызвал указанный номер телефона. Я сразу подумал, что что-то неладное. Позвонил в свой банк, и мне сказали, что никакой СМС не было. Вы по горячей линии позвонили? Да, по горячей линии своего банка. Так называемая блокировка, согласно закону, новая схема мошенников. После звонка по номеру из СМС у вас наверняка спросят данные карты, якобы для разблокировки, опять же ссылаясь на закон номер 167. В действительности закон, на который ссылаются злоумышленники, существует, и он обязывает банки с 26 сентября 2018 года следить за безопасностью денег, которые находятся на счетах своих клиентов. При этом банк самостоятельно созванивается с клиентом и уточняет ту или иную транзакцию. При этом данные он какие-либо не уточняет самой карты. Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно запомнить следующее. Никому и никогда не сообщайте дату выпуска карты. Впрочем, нежелательно разбрасываться и ее номером. Но самое главное – это код CVS или CVV на обратной стороне карты. Это ключ к вашим деньгам, а потому знать его должен только владелец. Старайтесь пользоваться только проверенными банкоматами, например, в отделениях банков, госучреждениях или в крупных торговых центрах. Возьмите, пожалуйста. Карты. При расчетах в магазинах или кафе ни в коем случае не упускайте карту из виду. Все расчеты должны совершаться при вашем присутствии. Сегодня мы спросили казанцев, как бы они отреагировали на новую схему мошенничества. Не знаю, пойду в банк разбираться с этим, почему, на каких причинах. Я, естественно, по этому номеру звонить не буду, потому что я финансово грамотна. И я посмотрю на оборот своей пластиковой карты и позвоню по номеру горячей линии банка. И так нужно поступить всем в случае подозрительных СМС. Данные вашей карты должны быть доступны только вам и вашему банку. Салават Ухмадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.